Всем мира в галактике. Агаш Саут Мажнаргам Болта. Почему по-осетински? Потому что я сам, слава богу, осетин, и канал мой посвящен преимущественно осетинам, живым и покинувшим этот мир. Поэтому на моем канале будет часто звучать осетинская речь. Возможно, она будет не так часто, как хотелось бы мне, но будет. И перевод будет всегда в кадре для тех, кто не понимает. Скажите мне, друзья, как много вы знаете людей, которые отказались от титула сэра, который вручается королем или королевой Великобритании? Знаете, да? Хорошо, тогда я немножко усложню вопрос. Как много вы знаете этнических осетин, которые отказались от титула сэра, который вручается в Великобритании? Ни одного? Ну, тогда я вам сегодня расскажу об одном, о котором я сам узнал относительно недавно. Если бы знаменитый кинорежиссер Кристофер Нолан имел более широкий кругозор, то герой моего сегодняшнего выпуска был бы не только героем моего выпуска, а Кристофер Нолан давно бы снял про него фильм. Оппенгеймер бы его оценил. Токата Ахматофорт Гокки. Григорий Александрович Токати родился в 1913 году в маленьком осетинском селе Новорухское Владикавказского округа Терской области при царе, при царе Николае II. Как и положено тому времени, семья была бедной, и вдобавок ко всему в 4 года Гокки потерял своего отца. Согласитесь, классический старт-лист для человека, которому надо пробиваться в люди и улучшать свою жизнь и жизнь своих близких. Теперь внимание, друзья, как говорят биографы и как неоднократно сам заявлял Григорий Александрович, он не провел за школьной партой ни одной минуты и начального образования он не получал. Если меня сегодня кто-нибудь спрашивал о моем образовании, то можно было бы сказать, что я человек без начального образования. В 1924 году вступил в комсомол, член Коммунистической партии большевиков с 1928 года. По его собственным словам, он стал молодым фанатиком, верившим в свою жизнь сначала комсомолу, а потом и партии. В 1928 году уехал в Ленинград, где учился на рабочем факультете, путевку на который получил благодаря своей работе в 1927 году трактористом на тракторе «Фарзон», одним из первых на Северном Кавказе. Поскольку выдающиеся способности молодого человека в математике и других точных науках не остались незамеченными, то ему легко удалось поступить и в 1932 году закончить Высшее техническое училище имени Баумана. В 1937 году Токаев успешно поступает в военно-воздушную академию Жуковского и не менее успешно оканчивает ее в 1941 году. И тут самое интересное, в возрасте 28 лет Гокки назначают деканом одного из факультетов академии, который он только что закончил. Поразительно, не правда ли? А дальше была война. В начале войны Гокки служил в бомбардировочной авиации, но науке нужны были ученые, и позже его вернули к работе над проектами, также он преподавал в вузах. В 1947 году Гокки отправили в Берлин для сбора интересной и нужной информации по его профилю и для дальнейшего использования этой информации в интересах Советского Союза. Стоит упомянуть, что с 1945 года Гокки уже активно участвовал в разведывательной деятельности и имел тесные контакты с маршалом Жуковым. И вот в 1947 году что-то пошло не так. Или наоборот так, как и должно было пойти. Григорий Александрович Токати, да, именно так его теперь звали по документам, отправляется сначала на территорию Западной Германии, а затем переправляется в Англию. Человек, любящий свободу во всех ее проявлениях, продолжил свою работу за Ла-Маншем и периодически выбирался за Атлантический океан.
Имея феноменальные знания, память и обладая всем необходимым материалом и техникой, Григорий Александрович творил. Творил то, что мы еще с детства видели в фильмах. Например, в фильме «Аполлон-11». Нет, он не был актером Голливуда. Он всего-навсего участвовал в разработке этой самой ракеты, на которой американцы впервые приземлились на Луну. Потом к нам приехали американские астронавты после возвращения с Луны. Они возвратились с Луны в Лондон для того, чтобы сказать спасибо мне. Орбитальный аппарат «Меркурий», который облюбовал одноименную планету, также не остался без участия Григория Гокки Токаева. Даже французский сверхзвуковой самолет «Конкорд» и тот вобрал в себя силу знаний британского ученого осетинского происхождения Григория Токати. Портрет Гокки увековечен на Луне, о чем ему сообщили сами американские астронавты. Бюст Токати также стоит в американском городе Лос-Аламос. А стипендию его имени до сих пор выплачивают в Британском институте астронавтики, в котором он долгие годы работал. Человек, который после отбытия на Запад имеет за собой теперь Академию имени Жуковского, физико-математический факультет Московского университета, Имперский колледж науки и технологий и Кранфилдский колледж аэронавтики. А что же в России, друзья? А ничего, друзья. Кроме тех наград, которые он получил до своего убытия, таких как за победу в Великой Отечественной войне и прочих, больше никто о Токаеве не вспоминал. А любители тоталитаризма и советского кнута считают его предателем. Ну да. И тут я хочу наконец-то дать ответ, как и обещал выше, на вопрос, почему он уехал в Англию. По крайней мере, как я это вижу. Ответ даст сам Гокки. Откровенно говоря, больше всего я ценю в жизни личную свободу. Вот мне хочется повернуться туда, куда хочу. Вы свободный человек? Yes. Я думаю, что ничего более высокого и ценного я не ощущаю. Человек, который творил на протяжении всей своей жизни и делился знаниями с окружающими, умер в 2003 году в графстве Суррей, Великобритания. Он мог говорить часами, говорить ярко, красочно, интересно. Но, к сожалению, в сети есть только одно интервью с его участием, отрывки из которого я вам вставил в этот выпуск. Спасибо Акиму Салбиеву за то, что незадолго до смерти Гокки съездил к нему в Лондон и записал для нас это чудесное интервью. В заключение я хочу вам процитировать Гокки в его немножко сентиментальной речи о том, почему он все-таки отказался от титула сэра, который ему очень сильно хотела вручить королева Англии за заслуги перед монархией. «Я гацелир штон, никурох котта». Когда на своей лондонской улице, в своем тихом доме, я ночью кладу свою голову на подушку, закрываю глаза, то очень часто вспоминаю Иракау. Я бывал там сотни раз у родственников жены, взбегал на бугорок и долго любовался снежным Казбеком. Это придавало мне силы, это вдохновляло меня перед дальней дорогой. А когда возвращался назад, то не было на свете осетина счастливее меня. Природа вокруг Штафдурта здесь всегда со мной. Речка Урух, деревья, кустарники вдоль ее берегов незримо присутствуют рядом со мной. Я не существую вне этого. Если бы не было этого, то, считай, я не жилец на этом свете. Через каждые 3-4 года в Лондоне выходит книга «Кто есть кто». Там их авторы обо мне начинают так. Он осетин, родился в Северной Осетии, а потом перечисляют все мои достижения в области науки. Но для меня дороже всего первая строка. Он осетин.
В этой стране есть закон, по которому самым заслуженным людям присваивают почетное имя сэр. Я осетин, Гокки Токати, тоже попал в этот список, но для этого я должен был выразить свою обязательную преданность королеве Англии в специальной декларации. Иностранец здесь не может стать сэром без этой клятвы королеве. Я отказался от дачи этой клятвы. Почему? Я не англичанин, я осетин. Я бесконечно сын горы Казбек, с его снежностью и туманностью. Я там впервые вдохнул воздух жизни. Меня никакими красивыми словами, никакими званиями и наградами нельзя сделать не осетином. Хорошо это или плохо, это другое дело. Но я не хочу лгать ни себе, ни другим. В моем возрасте, когда приближается вечер без завтра, непристойно человеку, особенно человеку науки, лгать перед своей совестью и вводить в заблуждение других. Поэтому я скажу прямо, я осетин, хотел бы умереть как осетин, без всякой клятвы кому бы то ни было. Я им всем говорю, что я осетин. Если вам кажется, что это нехорошо, то идите ко всем чертям. Разрежьте меня, и из меня хлынет осетинская кровь. Вот и все. Поэтому сегодня я не ношу высокое звание сэра. Когда наступит мой вечер без завтра, то я хотел бы, чтобы кто-нибудь написал, что он, Гокки Ставдорта, всегда говорил, что я осетин и горжусь этим. Мать любят не потому, что она красивая. Мать любят, потому что она мать, потому что она родила вас, что в вас ее кровь. Вот и я так рассуждаю, совершенно честно, перед своей совестью. Пусть запомнят все, моя родина Осетия, я родился там. Когда Сталин перед моим ухом прошушукал «Ируналма жонут Токайтефорт», то я растерялся и ответил по-русски: «Конечно, товарищ Сталин, я же осетин». Я стоял перед ним как солдатик, а он генералиссимус. Он ничего не сказал, покачал головой и улыбнулся. Если меня также спросит королева Англии, кто бы ни был, я отвечу так же. Меня уже не переделать, как нельзя переделать осла в лошадь. А кем меня считают мои земляки? Десятки лет назад я вынужден был покинуть свою родину. Дороги к ней мне закрыл железный занавес. С головой уйдя в аэронавтику и космонавтику, я часто забывал о народе и земле, где родился и вырос. Это необъяснимо трудно. Особенно человеку, у которого уже не будет своего завтра, к которому все ближе и ближе подкрадывается его вечер. Живу пока только одной надеждой. Когда-нибудь потомки наших предков обязательно поймут меня. Автозарта Токаты Ахматафорт Гокки. Мажынарғын болтасы видеоқама фылдарадам феной. Сыканын қауман уйжонут. И в самом конце видео мне остается только сказать вам спасибо за то, что досмотрели его. Если оно вам понравилось, обязательно поставьте палец вверх, напишите комментарий, отправьте ссылку другу и подписывайтесь на Skif Show. Иронау Зурут Камфандедар.